Расскажи, каких стилистов ты смотришь? Вот я на Ютубе смотрю Рогова, допустим, и Гоша Карцева. Ты каких стилистов смотришь на Ютубе? Никаких. Ну, ты где вдохновляешься, насматриваешься? Ну, в рилсах иногда попадаются в Инстаграме, а так определенных стилистов я не знаю никаких. Где обычно покупаешь одежду? Последний раз покупал в Хендерсон вот эту рубашку как раз с моей подругой. То есть А одному можно купить рубашку или лучше не стоит? можно, но лучше, конечно, иметь советника, который подскажет, как лучше будет лежать эта рубашка на твоем теле и так далее. Вот. Как из 10 баллов по 10-бальной шкале, сколько ты ставишь рубашки из Хендерсона? Ну, 6 из 10, скажем так. Вот. Какие твои главные цели на этот год? На этот год, во-первых, не вылететь из вышки, потому что там надо прям по-жесткому учиться. Во-вторых, улучшить знание английского языка. И, наверное, тоже не сойти с ума. Каким качеством должна обладать девушка твоей мечты? Странный вопрос, потому что у меня нет определенных критериев по этому поводу. Да и, наверное, самое главное, чтобы найти в этом человеке своего человека. Вот, все, наверное. Сколько она должна зарабатывать? Она не должна никому, ничего. Все. Согласен. Вот. Какие 3 главные рэпера в России? Нравится фейс. Все. Мы едем в Петербурге, ты... Нет, эту не знаю. Но я в целом рэперами особо не интересуюсь, как моя подруга. Вот она реально фанатка рэперов, а я, особо в этом не шарю. Я больше, наверное, по попсе и по некоторым таким андеграунд песням. Нет, не кей-поп, скорее. В какой-то степени фонк. Вот. Фонк? Да. Ну и попса. Твой любимый исполнительный в России? Даня Милохин, Хабибка? Нет. Нурмагомедов. Но по смыслу, наверное, больше песни нравятся у Монеточки. Они прикольные такие. Вот. А еще помимо Монеточки, Оксимирон, Нойз? Нет. Но у них, конечно, песни, которые имеют политический смысл, они хорошие, но я такой не слушаю. Твоя подруга идеальный человек, 100 баллов. Вот какие критерии должна обладать, чтобы быть такой, как она? Справедливость, толерантность, Так, доброта, так. открытость к новому, к миру. К старому. Нет, старое тоже надо почитать. Золотая середина всегда должна быть во всем. Ну и человек должен быть образованным. Учиться, еще раз учиться. Я учусь на инженера-механика в нефтегазовой отрасли. Нравится? Очень нравится, я думаю, это важнейшая отрасль в нашей стране. Кем хочешь быть в будущем, нефтяником или кассиром пятерочки? Я думаю, выбор очевиден. Кассиром. Нефтяником. Меня привлекает то, что можно реализовать свой потенциал в данной большой отрасли, несмотря на то, что ты женщина. Каким должен быть парень? Каким качеством должен обладать? Сколько должен зарабатывать и другие качества? Ну, я думаю, это татарин с хорошим чувством юмора. А если татарин с плохим чувством юмора? Я думаю, мы это исправим. Как? Я научу Какие планы на жизнь? Какие твои главные цели на этот год? на этот год, наверное, окончить обучение и найти хорошую работу. Вот такие у меня планы. Где именно? В «Газпроме» или в Днепроснефти? А в Транснефти я хочу найти работу. Что ела сегодня в штабе? Рассказывай. Здесь прекрасная национальная кухня, здесь всегда нас балуют. Это различные татарские вкусные блюда. Главный вопрос – сколько должен зарабатывать парень? А я хочу сама зарабатывать, а у мужа не спрашивать деньги. Вот это я хочу. А муж будет нахлебником, ну, соответственно, альфонсом. Нет. Он тоже будет зарабатывать, но Кассиром пятерочки. это уже его дело. Это его дело. Хороший подход. Каким еще ты видишь мужчину своей мечты? Ответственным. Он должен нести ответственность за нашу семью, за меня, за моих детей. Вот. Я ему должна полностью доверять. Ты встречала таких мужчин в жизни или нет? Надеюсь, что встречу. В штабе таких нет, не существует? Я уверена, что такие есть, просто я не со всеми знакома, но думаю... Они этажом ниже просто. Я думаю, все мужчины здесь такие. Что загадал Деда Мороза в этом году? Я пожелала счастья и благополучия всем своим близким. А из материального, там, коньки, подарок, шоколадка. Но если вы умные, вы можете сами это реализовать в своей жизни. А если глупый, что делать? Вот хочу коньки. Нужно совершенствоваться. Ну, я совершенствовался, но коньков все равно нет. Нельзя дарить рыбу, нужно дать удочку. Вот это я знаю. Нужно давать инструмент для реализации. А ты кому дарил удочку в своей жизни?
мне давали советы полезные. Какие, скажи нам в прямом эфире, какой полезный совет, чтобы ловить рыбу? Учиться, учиться и учиться. Какие 3 рэпера лучших в России? Слушайте песни, рэпчик у все, я не могу. У меня у первого подъезда. это плохое влияние, не слушайте Эльдара. Да? А чем занимаешься в целом по жизни? Какие твои главные цели? Занимаюсь строительством, работаю в Министерстве строительства Российской Федерации. Мои цели по жизни – это обрести семью, быть счастливым человеком, нести пользу этому миру и, наверное, оставить след какой-то свой положительный в истории человечества. Это ты у Пика дома строишь? Нет, у Пика дома строю не я. Я строю детский лагерь в Калининграде. Так, какие в целом планы на этот год? Планов, на самом деле, на этот год очень много. Ну, всех подробностей раскрывать не буду. Наверное, было бы целесообразней задать этот вопрос в конце года. Достиг ли я своих планов, да, и что смог реализовать. Так что встретимся через 11 месяцев. Ты хочешь жениться или нет? Конечно, безусловно. Очень хочу жениться, обрести семью На ком? на татарочке. Какая должна быть твоя жена? Какие критерии, характеристики? Да все элементарно, то есть достаточно там понравиться друг другу, чтобы было соответствующее воспитание, знание языка хотя бы минимально, чтобы интересовалась нашей культурой, чтобы была религиозна. Чем должна заниматься твоя жена? Без разницы, пускай занимается тем, что ей нравится. Сколько должна зарабатывать? $1010, наверное. Чтобы нам хватало, надо 1015, наверное, уже, да. Помимо того, что ты озвучил. Помимо того, что я озвучил, не знаю. Должна быть красивый лиц или не очень? Ну, с красивой женщиной очень много проблем, поэтому... страшной? Все нормально, да. Да. Какой твой типаж? Из, допустим, Все достаточно непредсказуемо, поэтому так, что взять и описать невозможно, наверное. А если погода не сложится, что делать? Искать другую. Здесь, если оглянуться, посмотреть по сторонам, куча симпатичных. Почему ты до сих пор не женат, если куча симпатичных? Знаете, глаза разбегаются, тяжело выбрать, если честно. А что у Деда Мороза на этот год загадывал? Кстати, у Кашбабая просил счастья много. Принес или нет? Ну да, принес. В виде Альбина? Ламба или Фера? Хорошо, давайте Ламбо. Почему? Мне нравится дизайн. 3 главных рэпера в России. О, обожаю этот вопрос. Хаски, Фейс и Оксимирон. 3 худших? Ну, смотрите, Янг Трэпа, давайте Тимати, Джиган мне нравится. Story of Alisher? Да, кстати, я слушала, но мне понравилось, но мне больше, знаете, нравятся такие тексты, где поднимается социальная политическая тематика. Я, кстати, делаю курсач по этой теме. Расскажи немножко про Курсач. Смотрите, у меня курсач называется «Формирование политических позиций в России за 2018-2022 года». Я буду проводить дискурс, анализ политических текстов. Это Фейс, мой любимый, Оксимирон, Хаски. Так, еще кто? Лукимен, и я хочу еще взять, наверное, Кровостока. Но это будет очень сложно, опять-таки. Неплохо. Какой он парень твоей мечты? Ну, слушайте, я очень люблю внимание. Наверное, внимательный, заботливый и, наверное, татарин. А русский нет? Я уважаю все нации определенно, но я бы хотела продолжить свой род, свой татарский род, потому что я очень люблю татарскую нацию, и я хочу, чтобы у меня дети говорили на татарском языке. А на русском? И на русском, естественно, и на английском, и еще на пару языках. Сколько должен зарабатывать твой парень? Ну, слушайте, мне не принципиально, я пока ориентирована только на свой заработок. Например, твой лучший друг, он ухаживает за собой, стильно одевается? Ты хотел бы такого парня, как он? Да, мой лучший друг классно одевается стильно, но я бы не хотела себе такого парня, потому что я не думаю, что между лучшими друзьями возможны отношения. Какие твои главные цели на этот год? Наверное, я хочу преуспеть в карьерном плане. У меня уже намечено несколько стажировок от моего университета. Это прежде всего GR-деятельность, это взаимодействие бизнеса и госвласти, и у меня уклон в этом году на это. Где хотела бы работать? Естественно, депутатом. 3 любимых марки твоей одежды. Мне нравится то, что я вижу, и неважно, Бершка Ну где или обычно? Зара. Неважно, Бершка или Зара. Главное, чтобы были от Inditex. Как ты чувствуешь себя, когда Inditex ушел? Тебе грустно? Да нет, я уже свыклась с мыслью. В секонде покупаешь одежду? Нет, не могу найти красивую винтажную вещь пока что, но я очень люблю винтаж.
Мне очень нравится Карина Истомина с подруг. Я слежу за ней до сих пор. Мы ходили на ее диджей-сеты. Я на нее подписана до сегодняшнего дня. Она моя кумирша. Я люблю очень стендап смотреть. Мне нравится Андрей Рапетов. Мне нравится... Кто еще? Ну, Нурлан Сабуров, но это такие, типа, уже классики. Слава? Комиссаренко смотрю, но очень редко. Серега Орлов? О, да, как я про него вообще могла забыть. Очень крутой представитель русской хтони, если можно вообще так говорить. Хтони? Хтони. Это откуда родом сама? Я из Актанышского района Республики Татарстан. У вас там есть серая хтонь? Нет, у нас там очень красиво, все так натурально. Я обожаю Актаныш, на самом деле, природу Актаныша. Сейчас я нашла близкий круг общения, и в этом году я нашла штаб татар. Я очень рада, что я вообще могу общаться здесь свободно на татарском языке. Это для меня очень ценно. И я рада, что в Москве именно есть такое место, куда я могу приходить и болтать о татарской культуре, о нациях, о всем, что я вообще хочу обсудить. Какие еще планы на этот год? Да, я не знаю. Наверное, не сойти с ума, это во-первых. Много танцевать, много петь, много веселиться и учиться. Главное, учиться, как моя мама говорит. Где учишься, какие языки изучаешь? Я изучаю деловой английский язык и испанский язык. Что любишь больше всего? Я люблю заниматься фитнесом, нравится вокалом заниматься, только начала вот. И сейчас рисую, вышиваю. Какое любимое упражнение в фитнесе можешь показать нам? Нет, не сейчас, потом. Хорошо. Какие твои самые главные цели в жизни? Это закончить учебу и также... Закончить учебу раз. Потом ты хотела бы работать, наверное, или нет? Или не хотела бы работать, просто наслаждаться жизнью? Нет, не хотела бы. А чем хотела заниматься? С мужем жить? У него на шее? Или как? Да. Нормально. Хороший стартап. Каким должен быть муж? Надежным, Так. целеустремленным, Так. ответственным, Уже 3. организованным, Так. щедрым. Чем еще должен обладать муж, уметь муж? Как он должен выглядеть? Крепким, сильным, спортивным, стильным, А стильность в чем заключается? в одежде, Так. в внешнем виде. Внешнем виде. Что тебе больше нравится в университете? Ну, вообще мне нравится большое количество людей в целом, Нормально. да. Ну, это движение, Ты знаешь, что РУДН занимает первое место в мире по числу президентов и королей в Африке? да. Я там Ты хотела быть президентом или королем какой-либо из стран в Африке? не особо, конечно. Кем хотела бы работать в будущем? Вообще бы не хотела. Так же скучно, нет? Почему? Есть множество мероприятий, куда можно пойти. Например? Ну, заниматься собой, вокалом, фитнесом для себя же. Споешь нам какую-нибудь песню? Любую. Güzel ғазиз яққа туған яқ Ашығам қойынлыққа туған яқ